Игорь Федорович, встретились два одиночества, не сложилось начало у песни, что означает такое название одной из ваших песен. Ансамбль «Жарки» приехал из Москвы, закончил лесную академию. Древесно-стружечную академию. Да, Александр Романович работал в музучилище столяром, и вечерами раздавались романсы во время стругания или стругания, готовился Пиление. прекрасные романсы. И люди заслушивались, проходя мимо подвала. И я однажды подумал, а почему бы его не заманить в Жарки? Вот. Пришли к подвалу, привели из Жарков красивых девушек, и, значит, он среагировал. Вот, мы его привели в ансамбль, пел, и он привез какие-то свежие по тем временам песни, и познакомились мы тоже через песни. Вы знаете, я только сейчас узнал, это был развод. Не было никаких красивых девушек. Я прихожу, а там чуть пенсионный возраст. Вот он сейчас, он потом расскажет, какого он возраста, но вот эта встреча через песни, вообще все сегодня будет происходить, все действия через песни. Не сложилось у песни начало. Я не знаю, кто прав, кто не прав. Нас людская молва повещала. Не понять, ничего не понять. Просто встретились два одиночества. Достаточно. Вот. Можно, Александр Иванович, чтобы развернулись сюда? И аккорды не знаю. Это было «Одиночество», популярная песня. Вот, после вот этого исполнения Александр Иванович был на расхват, особенно часто приглашали на трикотажку. Он там был любимцем, пел романсы. Но сегодня он не будет петь романсы. И вот привез с собой новое напропартовское направление. Помните, Дольский, Лоза появился, значит, вот эти авторы самодеятельной песни. И вот такая тоже интересная песня, которая эпохальная, можно сказать, которая нас покорила. Мы хотим ее немножко напеть. Игорь Федорович, первый раз спиной, кстати, пою к зрителям. По просьбе юбиляра. Мне звезда упала на ладошку. Я ее спросил, откуда ты? Дайте же передохнуть немножко. Я с тобой летела высоты, А потом добавила, сверкая, словно колокольчик прозвенел. Не смотрите, что невеликая, я умею делать много дел. Вам необходимо только вспомнить, что всего важнее для вас на свете. Я могу желание исполнить, я всю жизнь занимаюсь только этим. Зная, что мне необходимо, мне не нужно долго вспоминать. Я хочу любить и любить. и хочу, чтобы не болела мать, чтоб на нашей горестной планете только звезды падали с небес. Были
все доверчивы, как дети, и любви дождь светлее, что траву, как сталь косой косили, каждый день летали до луны, чтобы женщины на руках носили. Не было болезни и войны. Чтобы дружба не была обузой, чтобы старость тягость не была, чтобы мудрость не тяжелым грузом, Мудростью бы на сердце легла.